Экономический потенциал Гулрыбшского района, новые источники дохода и новые возможности. От социалки сельского хозяйства до промышленности и инвестиций. Об этом и не только мы поговорим в сегодняшнем выпуске передачи «Амчра» с заместителем главы администрации Гулрыбшского района Бесланом Цвинарием. Беслан Константинович, и главный вопрос: какими возможностями обладает Гулрыбшский район, каковы поступления в бюджет и на что он расходуется? Касаемо потенциала района, значит, сегодня, опять-таки, учитывая географическое расположение нашего района, климатические условия, живописные места очень красивые у нас в районе есть. Я считаю, что потенциал еще до конца не раскрыт, хотя это считается аграрный район, и у нас большая часть населения сельского, да, но тем не менее предпосылки для развития туризма у нас все есть. Это и наша морская полоса, не маленькая, вот 18 километров, но сейчас стали популярны экотуризм, и очень много желающих попасть в Кудурское ущелье. Хотя он не заповедник, но я думаю, настанет тот день, когда он будет востребован, наверное, не менее, чем Рицинский заповедник. Я на это надеюсь, потому что очень живописные и красивые места там. Вот. Что касается бюджета, он у нас, к сожалению, конечно, не такой большой. Бюджет этого года был у нас 91 миллион, но мы сумели в течение этого времени его перевыполнить. Мы до 110 миллионов уже собрали по факту, вот, поэтому нам пришлось через наше собрание несколько решений, значит, принять, чтобы мы могли эти средства сверх полученных доходов, запланированных, тоже направить на решение, в том числе, социальных вопросов. Вот. Но вот сейчас вы видите, у нас в здании мы чуть обновили здание, привели в порядок. Мы на эти средства стараемся приобрести технику. Вот мини-трактор мы купили, который очень у нас был необходим. Ну, в перспективе рассчитываем вообще оснастить наше жилищно-коммунальное хозяйство спецтехникой. Но вот мы на эти средства заказали, и вот в ожидании поступления 40 контейнеров мусорных кубовых и 10 8-кубовых контейнеров. То есть это дало нам возможность какие-то вопросы нам снять. Вот. Так мы где-то около 2 миллионов, конечно, потратили на ремонт школ. Когда у нас появились возможности направлять средства, мы это использовали для того, чтобы решать те проблемные вопросы, которые перед нами стоят. Все-таки это социальная сфера, да? Больше всего на социальную сферу больше, ну, безусловно, социальная сфера – это та сфера, которая предполагает обеспечение, ну, так скажем, комфортного проживания для людей, поэтому она нам не безразлична. Это и не только комфортное проживание, это и здоровье, охрана здоровья в том числе. Поэтому мы, конечно, акцентируем свое внимание именно на этом. Гулрыбшский район с советских времен известен сельскохозяйственной промышленностью. Главное направление цитрусовые. Однако за последнее время их становится все меньше и начали преобладать тепличные хозяйства. С чем это связано? И вот такая переориентация, она даст положительный результат развития отрасли? Ну, конечно, основная культура сельскохозяйственная у нас в районе были цитрусы. Вот. Ну, к сожалению, в последнее время мы наблюдаем это снижение их количества, и это связано, ну, с несколькими факторами. Значит, один из немаловажных факторов – это то, что они биологически уже устаревают. То есть они были высажены в середине 60-х, начале 70-х, и вот они сейчас, как скажем, подходят к пику своего возраста. Вот. Это первое. Второе – то, что у нас, да, на самом деле сейчас начали очень такой массовый характер принимать создание тепличных хозяйств.
Тепличное хозяйство, оно позволяет, ну, более сжатые сроки получить урожай получать круглый год, получать в таком широком ассортименте этот урожай. Поэтому это тоже как бы таким образом влияет. И третий момент, который тоже, я считаю, так это негативно влияет на вот содержание цитрусов, это рынок сбыта. У нас урожай, он не может быть одинаково качественным, как бы стандартным и так далее. Бывает, когда негонционный, так скажем, товар, нестандартный. И вот если в этом плане у нас были бы производства, которые могли бы принимать вот такой нестандартный мандарин и перерабатывать их, тогда, наверное, ситуация была бы намного лучше. Потом, раньше, в советское время, человек загрузил машину, поехал в Российскую Федерацию на рынок, мог реализовать. Сегодня такой возможности уже нет. Как бы он выехать и вывести на продажу не может. И он поэтому всецело зависит от тех, кто будет здесь на месте приобретать эти цитрусы. Ну, как бы этот фактор вот таким образом, так скажем, тормозит. Ну, я не могу сказать, что совсем умирающая отрасль, потому что к нам немало обращается граждан наших с просьбой выделения земельных участков именно под цитрусы. И вот они сейчас таким образом омолаживают, в принципе, и насаждения цитрусовые, и новые сорта они начинают сейчас апробировать. У нас есть раннеурожайные сорта мандарин, карликовые их называют. Вот больше как бы сегодня акцент именно на вот эти цитрусы делают. Но они по вкусу, по качеству абсолютно не отличаются, если даже не хуже точно. А цитрусовые или делать упор все-таки на тепличные хозяйства? Вы знаете, если бы это было бы невыгодно, у нас такое развитие тепличное хозяйство не получило бы. Но у нас вот особенно клубника, вот в период летний, осенний такой, очень распространена клубника, очень многие занимаются, хотя культура непростая, там, ну, как бы она не многолетняя, то есть год-два, и потом надо им сменять, но она как бы востребованная, спрос на нее достаточно высокий, и за счет этого люди умудряются и заработать деньги, и через год-два обновлять еще свои теплицы. Вот вы говорили о безотходном производстве, например, цитрусовых. То же самое можно сказать и о клубнике, да, тоже много, наверняка остается Вы знаете, невостребованной. Сима, вообще, ну, развитие сельского хозяйства, аграрного сектора не только в Гуль-Рипшах, вообще в стране, она невозможна без присутствия промышленности, индустрии. Потому что это вопросы хранения, переработки, транспортировки. И без вот промышленности, ну, на одном сельском хозяйстве сложно будет. И эта жизнь нам неоднократно уже продемонстрировала, доказала, ну, устремление развить сельское хозяйство, понимание необходимости его развития и тех, так скажем, положительных таких моментов, которые они могут создать, все равно у нас ситуация так кардинально особо не поменялась. Наверное, нам надо как-то задумываться над тем, что вот в помощь сельскому хозяйству развивать и промышленность тоже, предприятия перерабатывающие. А если говорить о предпринимательстве в сельском хозяйстве, что делается для его развития? Ну, здесь есть программы, которые целевые, причем программы, утвержденные на уровне правительства. Вот, и мы ежегодно направляем туда проекты, именно сельскохозяйственные. К нам обращаются сюда граждане, которые, ну, как бы по их предположению хотят развивать то или иное направление сельского хозяйства. Если мы его считаем как бы целесообразным и позволяющим дать соответствующий эффект, мы направляем уже в Министерство сельского хозяйства. Ну, в этом году было направлено, чтобы не соврать, где-то 18 проектов вот таких. Из них одобрили 14 проектов, и вот 14 проектов
профинансированы. В прошлом году было больше еще. Открытие воздушного пространства даст такой толчок в развитии туризма. Это не только, естественно, Гулрыбчский район, но и вся Восточная Абхазия. Наше местоположение, вот в силу удаленности от границы, как-то не особо так, ну, естественно, сюда тоже попадают туристы, но не особо как бы сюда нацеливались. Но я думаю, с вводом в эксплуатацию аэропорта, с функционированием аэропорта, эта картина уже значительно изменится. Вот эти формальности пограничные, они совершенно будут по-другому выглядеть. И вот таких столпотворений, как на границе, здесь не будет. Поэтому, я думаю, большой поток туристов, именно вот если это заработает, они будут использовать именно этот момент. Вот. Потом само вот сейчас вот как бы мы как бы, я в самой комиссии не принимаю участие, там включены наши сотрудники, но я на пульсе как-то держу руку. Я вам скажу, очень так основательно этим вопросом занимаются вот наши отделы, главы администрации, вплоть до того, что будут восстановлены очистные сооружения, там вопросы водоснабжения, водоотведения, канализации будут решаться уже на другом уровне, энергообеспечение, вопросы тут же. Я знаю, что был проект уже готов, его отправляли на экспертизу в Санкт-Петербург. Здесь провести экспертизу у нас, к сожалению, нет таких возможностей и соответствующих специалистов. Но мне кажется, что там уже завершена эта стадия экспертизы, одобрена, и уже сегодня мы приступаем к более таким детальным шагам. Еще один масштабный проект – это строительство нового морского порта. Это еще раз подтверждает тот факт, что интерес к транзитным возможностям Абхазии возрос. Означает ли это, что Гулрыбчский район может рассчитывать на новые источники дохода? И готова ли инфраструктура района к этому? Вообще это было бы, конечно, желательно рассчитывать на такие возможности. Но тут есть, ну, на мой взгляд, вопросы непростые, которые сегодня в достаточной мере не позволят такие вещи проделать. Это прежде всего то, о чем вы меня спросили, инфраструктура готова наша или нет. Инфраструктура в данном случае подразумевает наличие коммуникаций транспортных. Это и автомобильная, и железная дорога должна быть к этому подведена. Это наличие возможностей энергетических, наличие возможностей воды, водоснабжения и так далее, и так далее. И в этом смысле вообще устройство, строительство порта грузового, морского, это настолько мегапроект масштабный, что, мне кажется, для его решения необходимо здесь подключать еще как бы возможности, привлекая различные инструменты, имеющиеся у нашего государства, привлекать инвесторов вообще со всего мира. И я считаю, что мы должны были давным-давно, в принципе, инициировать вот эту активность Мы очень в интересном месте находимся. Здесь пересечение всех путей практически. Поэтому мне кажется, что если мы ранее об этом начали бы говорить и доводить до тех, кто рядом с нами, прежде всего Российская Федерация, я думаю, может быть, уже вопросы эти решили бы и закрыли бы. Здесь очень много еще вопросов, которые нам самим сложно будет преодолевать. Это вопросы политические. Есть такое понятие, как морское право, в соответствии с которым не каждое судно сюда зайдет, если будет заявлено со стороны наших соседей с востока, что этот порт не может быть тем портом, куда можно заходить. Значит, эти вопросы надо урегулировать. Как мы можем урегулировать самостоятельно? Вряд ли. Только при посредничестве Российской Федерации. Второй момент, чисто практически. Я ездил на то место, где планируют устройство этого морского порта. Подъездные пути туда идет одна дорога, она идет через село.
И вы представьте себе, если вот морской порт будет построен, это прежде всего движение грузов. И вот по этой сельской дороге, по селу будут большие грузы с товарами перемещаться, выйдут на трассу сюда, и в дальнейшем они будут направлены на то, чтобы, нацелены на то, чтобы попасть на рынок российский. И вот через это Адлер, Сочи, большегрузные машины, чтобы с товарами перемещались, мне кажется, это немного не так привлекательно будет и практически для практического применения сложным. Поэтому я думаю, почему я говорю мегапроект, наверняка тут востребованность появится в устройстве новых коммуникаций дорожных. И, возможно, вот те проекты, которые тогда обсуждались и связаны были с тем, что надо будет дорогу пробивать еще на Россию через Кавказ, вот тогда они, я думаю, станут достаточно актуальными. Это просто без этого функционирование порта будет невозможно. Но тогда будет иметь это вот и последовательность логическую, и все на свои места становится, и тогда и порт становится очень актуальным тогда. Ну, весь мир борется за логистические вот пути. Почему мы эту инициативу не проявляли? Мы как бы сегодня, как не хочется так грубо говорить, но как бы как тупиковая ветка получались. И в этом смысле мы сегодня должны быть интересны не с политической точки зрения мало мы будем кому интересны. А вот с точки зрения такой экономической мы могли бы быть интересны, если у нас были бы вот такие логистические возможности. Президент Аслан Бжания считает, что у Гулрипчского района колоссальный потенциал. Что нужно сделать для того, чтобы использовать его в полной мере? Стоит сделать упор на туризм или все-таки на аграрный сектор? Ну, вы знаете, он прав в своем понимании и отношении к Гулрипчскому району. На самом деле потенциал Гулрипчского района, на мой взгляд, до конца еще не раскрыт. Почему не раскрыт, я скажу. Ну, во-первых, взять если природные условия, которые здесь есть, природно-климатические, географическое положение. С юга у нас 18-километровая морская полоса. Вот. С севера Кавказский хребет. Между ними огромные земельные залежи, которые можно использовать и для развития аграрного сектора, и набережная наша, которую можно использовать под развитие туризма. И вот в сочетании, если мы сумеем вот эту вот найти как бы середину золотую, чтобы мы могли акцентировать внимание и на том, то и вот это даст, я думаю, соответствующий эффект. Тут усиливает вот позицию, связанную с развитием туризма, и то, что сегодня очень такие серьезные мероприятия осуществляются для ввода в эксплуатацию нашего аэропорта. Вот этот аэропорт, я вам скажу, таким сигналом послужил для привлекательности инвестиционной, что мы здесь, находясь, мы ощущаем очень так настойчивость уже инвесторов и желание их вложиться в наш район, построить здесь объекты туристического бизнеса. Я думаю, это будет толчок не только для района, вообще для всей Абхазии. Это будет своего рода окно в мир. Воздушное, но окно. И нам вообще как-то к этому, конечно, надо стремиться было еще раньше постараться это сделать. Беслан Константинович, вот говорят, что в последнее время очень большая миграция идет населения в район. Вот насколько это правда? В смысле, сюда что, прибывают да, люди? Прибывают люди и идет заселение. Вот насколько подтверждены, так скажем, эти разговоры? Я вам однозначно не могу на этот вам вопрос ответить, но вы мне как бы посыл дали для того, чтобы на этот вопрос акцентировать внимание. Я постараюсь как-то этот вопрос, конечно, просмотреть. У нас здесь и статистика есть достаточно компетентный сотрудник работает, ну, паспортная служба. Я попробую этот вопрос точно выяснить. Может, если так, то это и приятно.
с любой проблемой, естественно, житель района сразу обращается в администрацию. Да. Вам приходится наверняка решать как системные, да, текущие задачи, так и личные вопросы. И рисковать, идти на компромиссы, так скажем. Вот как удается сохранить баланс при всем при этом? Ну, Сима, приходится, а иначе, вы знаете как, я не считаю правильным, когда человек пришел, обратился с какой-то проблемой, сказать: извините, у нас нет возможности, мы ничего не можем сделать. Это легче всего сделать. Тогда возникает вопрос: а для чего ты там сидишь, если ты ничего делать не можешь? Поэтому, конечно, приходится нам иногда как бы идти на вот такие моменты. Ну, пока, слава богу, получается, пока никого не обидели, стараемся решать вопросы. Как Дед Мороз готовится поздравить детей Гулрыпшского района? Опять мы к социальному вопросу возвращаемся. У нас, к сожалению, в районе очень много детей-инвалидов с детства. 76 человек. У нас есть сироты здесь. Есть семьи малоимущие, и мы при помощи небезразличных людей, я вам должен сказать, у нас, слава богу, в районе есть они, такие мы постараемся, не хотелось это анонсировать, хотелось как сюрприз это преподнести. Ну, я думаю, ничего, вряд ли все это увидят, большинство, может, и не увидят даже, но мы хотим вот в каждую семью, где вот такие дети есть, где есть сироты, Дед Мороз заготовил подарки, вот, и эти подарки будут до них доведены. Кроме того, у фирмы «Ашан», ну, благотворительный фонд «Ашан», мы 86 писем детей нашего района мы взяли там, с просьбой и обращением к Деду Морозу и постарались их тоже удовлетворить. Я думаю, это тоже будет для них и сюрприз, и такой подарок новогодний. А вот вы сейчас скромничаете и не говорите о том, что еще и финансово тоже помощь оказываете. Да, да. Кому и вот какая помощь? Вот мы финансовую помощь тоже будем оказывать вот именно вот этим семьям, где есть дети-инвалиды с детства. Мы окажем помощь и малоимущим семьям, они у нас зафиксированы, и сиротам, конечно же. Ну, есть моменты вот там в семье, где есть ребенок инвалид с детства, если у него есть братья, сестры, то мы их без внимания тоже не оставим. Вот, что это потому что праздник для всех, и одинаково для всех мы будем выделять подарки. Перед Новым годом, как правило, принято подводить итоги. Да. Так коротко расскажите о самых главных событиях, и, ну, так скажем, чем вы гордитесь и что удалось сделать в районе. Вы знаете, ну, есть как бы задачи, которые стояли перед администрацией всей, и я думаю, что мы можем с гордостью сегодня об этом говорить, что мы постарались по возможности проделать все, чтобы наше население не пострадало во время стихийных бедствий, которые были. Я думаю, это можно себе в плюс записать. Это, конечно, при помощи руководства страны, но и страна, и мы все для того и сегодня существуем, чтобы эти вещи проделывать. Вот. Второй момент, и там лично вот как бы я как-то так с удовольствием вспоминаю, это проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, 30-летию Победы нашей в войне, 30-летию независимости практически нашей страны. Ну, мы сумели тогда за счет резервного фонда главы администрации всех тех, кто у нас в районе есть, все категории инвалидов, 1, 2, 3, даже включая тех, которые получили ранения, увечья и стали инвалидами во время кадурских событий, мы даже их не оставили. Вот. И семьи погибших, в том числе, мы вот 3 миллиона с чем-то мы направили на выплату им, так скажем, разовой, единоразовой выплаты. Вот. Затем мы здесь провели очень интересные мероприятия. Это вот, я даже могу имена назвать
тех, кто, я считаю, заслуживает, чтобы их вспомнили. Есть такая Алена Сангулья, которая пришла, предложила провести праздник урожая. Вот. Мы хотели это сделать в середине лета, в конце где-то. Но вот здесь депутат нашего собрания местного Ляда Джопуа пришла, она говорит: Константинович, говорит, если вы сейчас проведете в августе, люди придут, конечно, с удовольствием на праздник урожая, там будут вкусности всякие, все, но они уйдут отсюда, не понимая, с какой целью это было сделано. И вот тогда появилась идея это провести, праздник урожая совместить с празднованием 30-летия. И вот здесь на площадке были установлены палатки нашей администрации. Я благодарю их, они очень так ответственно, с творческой таким настроем подошли. И здесь очень было интересно, и вкусно все было, и очень было интересно. Концерт провели, сделали салют очень серьезный, солидный. Потом мы накрыли стол для наших ветеранов войны на 400 человек. Это тоже не без помощи, не без различных людей. Мы из бюджета на этот стол ничего не потратили. Это вот за счет помощи мы сумели организовать. И вот это я вспоминаю. Ну, вы знаете, как здесь мои коллеги, у нас заместитель еще есть, очень такой трепетный, такой, как вам сказать, требовательный такой. Все должно быть на своих местах. И вот как бы критерием оценки можно было по ней как бы судить, что произошло. И вот здесь завершение мероприятия, когда начался салют, я повернулся на нее, посмотрел, она мне супер. И вот это была оценка, я считаю, ну, конечно, здесь мы вот тогда продемонстрировали, что если вот в команде работать, то нет задач, которые невозможно решить. А тогда весь коллектив администрации, главы администрации наши поселковые, вы видели бы, с каким энтузиазмом мы объявили субботник, как они здесь на субботнике работали. И вот тогда у меня была уверенность, что у нас все это пройдет. И мы сегодня вот этот вот дух сплоченности, вот этого коллектива, взаимовыручки, взаимоподдержки стараемся не растерять, с тем, что у нас очень много еще впереди задач. Надеюсь, что это запал нам хватит. В каждом районе, естественно, есть своя специфика. Вот специфика жителей Гулрыбчского района, их привычки, культурный срез. Влияет ли это как-то на принимаемые решения администрации? Ну, Сима, конечно, как они не могут не влиять. Вот если сейчас взять наше население, оно составляет около 18 тысяч. И оно очень такое многонациональное. Я вам скажу, 33%, более 33,5% абхазское население. Вот, русские здесь 11 где-то процентов, я не хочу сейчас в цифрах обманывать. Армянское население около 46%. И других национальностей здесь немало. Даже есть у нас представитель Финляндии. Вот женщина как-то попадала ко мне с просьбой там, на оказание помощи. Вот, я был удивлен, и, естественно, при таком разнообразии людей, традиций, там, особенностей, при принятии решений мы не можем на это не отсылать, не опираться на это. Нам надо принимать такие решения, которые будут для всех одинаково удобны и интересны. И вот в этом смысле, конечно, мы стараемся корректировать свои решения. При этом нацеленность, ну, главы администрации, я ее полностью одобряю и поддерживаю, понимание того, что мы, вот, администрации, для того назначены, для того созданы, с тем, чтобы они, администрации, мы в том числе, вот, во главе этой администрации, могли создать условия для нормального проживания любого гражданина. И мы стараемся этому следовать очень так системно, методично, не сходя с этого пути, мы этим занимаемся. Ну вот... Вы знаете, Сима, подтверждением я вам скажу, я сейчас не готов точную вам дать цифру, но я когда попытался сделать анализ поступивших заявлений в администрацию за вот этот период нашей работы,
я был удивлен, это в несколько раз больше заявлений, чем за предыдущие периоды оказались. Ну, для себя, например, может, я не прав, может, это субъективное мнение, но я посчитал, что именно вот такая активность со стороны жителей с различными обращениями и просьбами свидетельствует о определенной степени доверия к администрации. Я, собственно говоря, этому очень рад и считаю, что, значит, мы не зря здесь трудимся. А Хотя какого они рода меня оценивают. заявления? Вот какого рода больше всего, с чем обращаются? Ну, С какой просьбой, так скажем? основная масса заявлений – это выделение земельных участков либо под личное подсобное хозяйство, либо под строительство, либо в аренду под многолетние и однолетние культуры, вот, под строительство индивидуальных жилых домов, вот связанное то, что с землей. Ну, естественно, с оказанием материальной помощи тоже обращаются. Гулрупчский район достаточно большой, наверняка здесь много молодежи. Хотелось бы узнать, чем занимается сегодня молодежь, где проводит досуг, есть ли вот здесь такие возможности, условия ли созданы для молодежи? Вы знаете, молодежь для меня, человека, который всю жизнь прожил в столице и приехал сюда работать, ну, отношение к молодежи у меня было всегда позитивное, но здесь я был поражен. Здесь великолепная молодежь, настолько она интересная, что когда они увидели и когда они почувствовали, что с нашей стороны предпринимаются усилия для того, чтобы создать здесь нормальный быт, нормальные какие-то условия, они, засучив рукава, без всякой вот как бы корыстной цели, пришли рядом, встали, и это продемонстрировано было неоднократно вот перед празднованиями праздников 9 мая, Дня Победы. Я был поражен, думаю, вот молодежь здесь какая, просто я был рад. Ну, что касается досуга, ну, в первую очередь, конечно, это спорт. Ну, при всем при этом у нас все равно есть и коллективы детские, и танцевальные, 2 коллектива есть, и, ну, так скажем, предюношеском возрасте занимаются. У нас достижения, вот, если как бы оценивать, как проводится работа, наверное, по результатам надо всегда ценить. И у нас очень много ребят, которые в различных соревнованиях призовые места занимают. Вот. Наш комитет по молодежи и спорту, ну, достаточно мне нравится, как ребята настроены на работу. Ну, иногда приходится так их чуть-чуть взбадривать и будоражить с тем, чтобы они более системно эти вопросы решали. Ну, при тех возможностях финансовых, которые есть, я бы, ну, сказал бы, что удовлетворительно мы этот вопрос решаем. Ну, различные соревнования проводят не только такие, ну, так скажем, активные виды спорта. По шахматам, по домино провели вот в честь 30-летия Победы. Ну, различные соревнования были проведены. И в этом смысле пока на этом уровне. Дальше будем думать, пытаться как-то консолидировать наши возможности, финансовые в том числе, с тем, чтобы мы, ну, постараемся чуть-чуть на другую планку вывести этот вопрос. Вот мы поговорили о развитии района, о положительной динамике, но все же есть наверняка нерешенные вопросы. Проблемы социального характера, они были всегда. Вот какие сейчас стоят вопросы наиболее острые, которые требуют безотлагательного решения? Ну, Сима, ну, социальная сфера – это самая такая непростая отрасль у нас, и я не знаю, найти страну, где могут сказать, что они все вопросы решены, я думаю, вряд ли найдется. Она всегда будет требовать такого пристального внимания, серьезных вложений, подхода, чтобы вопросы закрыть. Тут, начиная от выплат, скажем, пособий детям инвалидов, заканчивая, я не знаю, водоснабжением, состоянием школ, детских садов. Здесь весь спектр такой, очень такой немаленький он.
обширный спектр такой получается. Но в этом плане, конечно, у нас куча вопросов открытых есть. В силу того, что наши собственные бюджетные возможности не в полной мере позволяют нам эти вопросы решать на таком более эффективном уровне. Нам приходится зачастую обращаться к правительству, к президенту страны. И в этом смысле мы ощущаем во всяком случае с их стороны вот такое вот доброжелательное отношение к району и оказывает нам серьезную помощь. Ну, вот, к примеру, те задачи, которые стоят, или те, которые мы уже сделали, я постараюсь не углубляясь, чтобы не занимать время эфирное. Но вот с момента нашего начала работы тут, это был конец февраля, начало марта, да, первая проблема, с которой мы здесь столкнулись, это наводнение после паводков. И очень серьезный ущерб наносила вода. Мы, когда ознакомились с теми возможностями, ресурсами, которые у нас есть, мы поняли, что мы точно с этим не справимся. Оставить вопрос без внимания, это означало, что во время паводков это наших людей точно подвергнуть нанесению ущерба, наводнению и так далее. И вот начали бить в колокола, глава администрации прям настойчиво и обращался и к правительству, и к президенту, и мы получили оттуда поддержку, в результате которой мы сумели, вот вы помните, наводнение было, когда в Гагрском районе чудеса натворило наводнение, наш район, к счастью, остался невредим. Это вот в результате руслоочистительных работ на Кодоре, реки Парнаут, там реки Мачара, то есть работы провели, вот в результате этого мы спасли наш район. Было у нас подтопление 12 семей, но всем мы выплатили, оказали финансовую помощь, по 100 тысяч рублей выплатили тогда семьям. Вот. Но сегодня очень остро стоит. Проблема была при том, что район такой, спальный, скажем, у нас Гулрипш и Агудзера, но водоснабжение осуществляем мы как и в городе. И вот там у нас была проблема, связанная с нехваткой напряжения. В результате останавливались насосы, и вплоть до того нам приходилось прибегать к тому, что мы в цистернах завозили воду, чтобы люди могли быть обеспечены водой. И в этом смысле, да, тоже нам оказали серьезную помощь. Мы приобрели туда новый трансформатор, приобрели насосы новые, глубинные, и приобрели стабилизаторы, повышающие напряжение. И вот в этом смысле сегодня более стабильно вода уже подается, слава богу, нашим жителям. У нас их около 6 тысяч абонентов. Ну, как только что-то сбой происходит, они наши телефоны знают, мне сразу начинают звонить. Да, начинают звонить, что случилось, в чем проблема. Так что мы в этом смысле не отрезаны от мира, мы тоже знаем о проблемах, которые возникают. Ну, на перспективу, если нам говорить. Самый такой непростой вопрос – это устройство или строительство системы канализации, очистных сооружений, централизованную систему. Она сегодня, к сожалению, отсутствует. И с учетом того, что к нам начинают очень так активно обращаться инвесторы с просьбой о выделении им земель или приобретении того или иного объекта для восстановления, и мы понимаем, что это связано с туризмом, это связано с пребыванием немалого количества людей. И тут эти вопросы начинают остро возникать. Вопросы водоснабжения, канализации, да и энергетики тоже. Энергетика тоже должна в состоянии быть, обеспечить их. К счастью, у нас такие резервы сегодня есть и в энергетике. А вот касаемо канализации, мы будем над этим думать. Наверное, точно знаю, что руководство страны очень так позитивно настроена в адрес Гулрипского района, и я думаю, содействие нам будет оказано в решении этих вопросов.
И традиционно в конце передачи мы говорим о планах на ближайшую перспективу. Сегодня у нас отношение и понимание того, что немного упущено время, за которое можно было какие-то подвижки как бы сделать вперед. И в этом смысле мы сегодня стараемся в таком ритме ускоренном, не давая отдыха ни себе, ни нашим коллегам, подчиненным, как бы решать те проблемные вопросы, которые стоят перед нами. И уверенность, и надежда на то, что глава администрации это любит говорить, и мне это выражение очень нравится, нам надо возродить былую славу района. У нас нацеленность и на эту задачу как раз таки стоит. Должен вам сказать, что для этой цели у нас сегодня и коллектив, я считаю, сплав молодости, этого максимализма молодого, рвения, что-то сделать полезное, и опыт, он, мне кажется, в этом смысле дает результат. Планов у нас немало. Проблемы в дальнейшем мы как бы общаться будем, еще озвучим. Наша задача, вернее, озвучивали уже, мы это должны, эти вопросы решать, какие могут быть планы у нас больше. Но сейчас мы в преддверии Нового года, я хотел бы воспользоваться моментом, несколько дней буквально осталось до его встречи. Наш народ, вы знаете, за свою историю, нам она ближе и более понятна и знакома последние 30-35 лет, потому что мы все стали участниками всех этих событий. И я сегодня думаю, что мы достаточную плату заплатили для того, чтобы у нас жизнь повернулась по-другому. Я хочу пожелать нашему народу, что этот год, в который мы будем вступать, что он стал таким переломным, когда мы могли для себя отметить и почувствовать, что 24-й год это стал тем годом, который нам позволил уверенно вздохнуть и пойти вперед. Пусть будет мир на этой земле, пусть в каждой семье, каждому человеку, я хочу в отдельности всем пожелать просто доброго здоровья и мира. Спасибо большое за беседу. С Новым годом вас тоже наступающим. Чамзила, нет, и того.